Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, һаумалыгы достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. В своем недавнем видео под названием «Идеология русского шовинизма» я рассказал о том, что так называемые идеологи русского мира, русского имперства, такие как Егор Холмогоров, Александр Дугин, Константин Малафеев и другие, напрямую влияют на принятие решений сегодняшней российской власти. Раньше они косвенно влияли, их идеи, к ним прислушивались, их идеи брали и воплощали в жизнь. А сейчас эти так называемые идеологи уже заседают на конференциях совместно с министрами. Сегодня они вхожи в высокие кабинеты Московского Кремля, они заседают на общих каких-то собраниях вместе с Путиным, Александр Дугин точно. Поэтому сегодня их идеи уже напрямую влияют на то, что творится в России, на ту политику, которую ведет Россия, а конкретно Путин и его клика. Это как пример, допустим, то, что Александр Дугин возглавляет институт имени Ильина, русского философа Ильина, фашиста, который поддержал в свое время Гитлера и восхищался Гитлером, восхищался фашизмом. Он является любимым философом Путина. В том своем видео, о котором я говорю, я выкладывал картинку, где на конференции, посвященной образованию, министр просвещения Сергей Кравцов сидит на одной сцене с 3 людьми. Это Егор Холмогоров, это Александр Дугин, это Константин Малафеев. То есть, понимаете, да, с ним сидят не какие-то академики, ученые, люди, которые понимают в образовании, понимают в проблемах образования. Нет, с ним сидят именно идеологи русского имперского мира. Именно они, потому что влияют на то, что сегодня происходит в России. Когда я об этом выложил видео у себя в Фейсбуке, у меня под моим постом начался спор с известным русским националистом Владимиром Батмановым, который не согласен с тем, что вот эти так называемые идеологи влияют на политику России, влияют на чиновников российских, на Путина и других. Мы с ним поспорили, у него были свои аргументы, у меня свои аргументы. Он говорит о том, что якобы Путин это на самом деле никакой не русский националист, что наоборот он ненавидит русский народ, он ведет антирусскую политику и вообще он уничтожает русское государство, русскую государственность, русский народ как таковой. Как пример, свои аргументы он подтверждает тем, что идет миграционная политика, куда завозят, по его мнению, завозят мигрантов для того, чтобы заместить русское население. Кстати, он думает не только он один так. Многие русские националисты точно так же думают. Это глубокая ошибка, которую я впоследствии разберу. Так вот, он говорит о том, что, как аргументы, он говорит, что идет антирусская миграционная политика, завозят мигрантов, русские вымирают. И то, что второй аргумент, он говорит о том, что всех русских националистов пересажали, кого-то убили, уничтожили, выгнали из страны и так далее. Сам Владимир Батманов тоже проживает за пределами Российской Федерации уже давно. Но я свои аргументы ему тоже назвал. Сейчас я хотел бы, чтобы тоже вы их услышали, а также подвести итог всему нашему спору. Во-первых, начнем с того, что среди русского национального движения после 2014 года произошел раскол. До 2014 года действительно русское национальное движение было в оппозиции к Путину. Мы помним, как они проводили русские марши. Мы точно так же помним и то, что были действительно репрессии. Многих известных русских националистов пересажали тогда. Но
Сажали не только русских националистов, сажали всех националистов, вне зависимости от того, какому народу, какой нации он принадлежал. У нас в Башкортостане точно так же сажали башкирских националистов, и Айрата Дильмухаметова сажали, и Фанзиля Ахмедшина, и Артура Идельбаева, и на нас заводили уголовное дело, и запретили организацию Башкорт, и Фаиля Алсынова сейчас посадили. Точно такие же репрессии идут. И не только среди башкир, это идет среди всех. И среди татар, и среди чувашей, и среди других народов. Поэтому говорить о том, что только выборочно идет уничтожение русского национального движения, это неправда. Дальше, вот в 2014 году произошел раскол среди русского национального движения. Одна часть его не поддержала так называемую русскую весну, когда Путин захватил Крым, захватил Донбасс под названием «Русская весна», не поддержали. И многие из них были вынуждены уехать, либо замолчать, продолжая находиться в оппозиции. Другая часть поддержала эту операцию, этот захват, эту аннексию, поддержала и активно сейчас продвигает эту идею в жизнь. Ну, тот же самый Стрелков, да, яркий представитель русского национального движения. И когда мы говорим про Путина, Владимир Басманов говорит о том, что вот якобы ему принадлежат слова такие, которые его очень сильно характеризуют. Мы помним знаменитые слова его, там «я аварец», «я лакец», там еще кто-то. На что я ему ответил, что мы также помним его слова о том, что когда он сказал, что «я главный националист этой страны». То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что не надо верить тому, что он говорит. Он может и так сказать сегодня, так, надо верить действиям. А действия сегодня его говорят о том, что действительно он строит русскую империю. Русскую империю. И как сказал Вадим Харун-Сидоров, который сам когда-то был русским националистом, а сейчас он осознал, переосмыслил свои идеи и понимает, что эта страна, эта империя должна просто исчезнуть, развалиться на куски. Так вот, он говорит, что Путин сделал больше, чем все русские националисты вместе взятые. Действительно, он сделал за всю свою деятельность, которую он продолжает за свои 25 лет, больше. И его действия действительно показывают, что он четкий, конкретный русский националист. Ну, допустим, именно при нем за 25 лет русский народ стал больным со своей имперской идеей. Именно этот русский народ поддержал оккупацию, аннексию Крыма. Мы помним, как уровень поддержки Владимира Путина там был огромный просто. Все радовались и ликовались, когда и Крым аннексировали, вернули взад, как говорится, да. Вот, как я сказал, у Путина любимый философ – это русский фашист Ильин. Мы знаем, что именно при Путине была уничтожена вся система национального образования всех национальных республик. То, что сделал за 25 лет Путин, не смогли сделать ни Советский Союз за свои 70 лет, ни Российская империя за свои 300 лет. Именно при Путине многие народы действительно потеряли в численности и ассимилировались. Не от войн умерли, не от болезни умерли, а ассимилировались в русском мире половину. Кто-то четверть населения потерял, кто-то и даже половину, как я сказал. Особенно финно-угорские народы. Такого не было при Советском Союзе. При Советском Союзе все народы росли в численности. А сейчас многие народы просто исчезают. Исчезают. Еще раз говорю, что была уничтожена вся система национального образования. Все языки практически были уничтожены. Когда-то при Советском Союзе, не говоря про Российскую империю, Российская империя, допустим, у мусульман, у башкир, у татар, у других кавказских народов, стран Центральной Азии, народов Центральной Азии, была своя система образования. Полностью учились на своем родном языке. При Советском Союзе то же самое. Была система образования. У многих народов было до 9 класса. То есть ребенок выходил, зная в совершенстве свой родной язык, закончив
национальную школу, а у башкир, у татар, у якутов была полная система образования до 11 класса. Сейчас этого ничего нет. Остался 1 час в неделю на на родной язык и на культуру. 1 час. Это полное уничтожение всего национального образования именно при Путине. И оно дает свои плоды. Народ ассимилируется, народ забывает свои языки. Вот это конкретные действия человека, который строит русскую империю. Именно при Путине начали внушать всем народам, что мы, оказывается, не башкиры, не чеченцы, не якуты, не буряты, не калмыки, а мы русские башкиры, русские татары, русские чеченцы, русские якуты, буряты и так далее. Русские. Нам постоянно это внушают, что мы русские. Именно при Путине практически в каждом городе образовались русские общины. Русские общины, которые ведут антимиграционную так называемую политику, которые ведут антиисламскую политику, выступают против строительства мечетей, оскорбляют, унижают, избивают мусульман, нападают на девушек в хиджабах. Именно при Путине сейчас вот эти вот организации действуют открыто, совместно, вместе с представителями правоохранительных органов. И напрямую крышуются особо приближенными к Путину такими людьми, как Бастрыкин. Поэтому, действительно, Путин – это самый настоящий русский националист. И он делает ровно то, что делали бы и вы. Потому что сегодняшние русские националисты, которые находятся даже в оппозиции, не говоря уже про тех, которые лояльны к власти, у них одни и те же запросы. Это мигранты, это ислам, то есть они вот требуют бороться с мигрантами, требуют бороться с исламом и требуют урезонить права национальных республик. Сегодня прав у национальных республик нету. Они намного меньше, чем эти же права были при Советском Союзе у национальных республик. Намного меньше сегодня. Сегодня национальные республики низведены вообще до уровня колоний, которые не имеют, даже простого обычного министра культуры нужно согласовывать с Москвой. Поэтому никаких прав нету сегодня у национальных республик. Все, Путин практически уничтожил все это. Путин главный русский националист. И сегодня те русские националисты, которые находятся в оппозиции, если бы они пришли бы к власти, они делали бы ровно то же самое. Абсолютно. Потому что они мечтают о чем? Они мечтают о построении большого русского имперского государства. Но надо почитать тезисы того же самого Владимира Батманова, Владимира Ратникова и других. Все одно и то же. То же самое, что и говорит Путин, то же самое, что и говорит русская община. Все абсолютно то же самое. Единственное у них разногласие это вот в позиции по Украине. Одни выступают за то, что не надо нападать на Украину и оставить их отдельно, как отдельное государство. Другие выступают за то, что надо напасть на Украину. Путин. Еще раз, почему Путин характеризуется эти действия как именно русского националиста? Потому что он говорит, что никакой Украины нету. Он напал на Украину, пытаясь вернуть эти территории обратно, присоединить к России. Говорит о том, что нет никаких украинцев, нет никакой Украины, это все русские, их нужно вернуть обратно. Вот. Ну, это же четкие идеи конкретно Дугина, того же самого Холмогорова, того же самого Константина Малафеева и других, которые строят вот такой большой, огромный русский мир. Что касается миграции. Когда Владимир Батманов говорит, что вот идет замещение русского населения мигрантами, сознательное замещение, на самом деле абсолютно же не так. Дело в том, почему завозят столько мигрантов. Потому что просто русские, как нация, исчерпала себя, исчерпала свой потенциал, исчерпала свой жизненный потенциал. Они уже не могут расти, они давным-давно уже сокращаются в численности. Они не хотят работать на низкоквалифицированных работах, на тяжелых работах. Кто сегодня работает на стройках? Мигранты, узбеки, таджики, другие народы.
доставки кто работает? Те же самые мигранты. В системе ЖКХ кто работает? Те же самые мигранты. Русские туда не идут работать. Просто не идут, не хотят ставить себя выше. Да и это одна сторона медали. Вторая сторона медали. Русских просто вот на серьезные какие-то ответственные работы, тяжелые работы, их просто не берут. Почему? Потому что они очень ненадежные. Любой бизнесмен, строитель вам скажет, что он лучше наймет бригаду таджиков или узбеков, хорошую квалифицированную бригаду, с ними договориться по цене, и они построят без проблем любой объект, чем с русскими. Русских нанимаешь на работу, они начинают права качать, они начинают бухать, после первого же аванса они не выходят на работу. Это вам подтвердит любой частный предприниматель, любой бизнесмен. Мои слова, я уверен, подтвердят огромное количество людей. Это так. И самое главное, что русские как проект, как цивилизационный проект, он провалился, он исчезает. Русские очень быстрыми темпами исчезают. Они не заводят большие семьи, у них мало детей, 1-2 ребенка в семье, редко где 3 ребенка. Они сокращаются в численности. Сегодня русских, ну сколько? Ну, давайте при самых оптимистических прогнозах от 80 до 100 миллионов. Всех народов Центральной Азии сегодня уже 80 миллионов. И они очень быстрыми темпами размножаются. К 2050 году их будет 100 миллионов. А русские будут сокращаться, потому что русских сегодня, берем условно 80 миллионов, из них половина это жители пенсионного возраста. Половина. Плюс ту войну, которую развязал Путин, на ней уже больше миллиона погибло мужского населения. В большинстве своем, конечно же, русского населения. Это раз. Во-вторых, огромное количество коллег, которые навряд ли смогут содержать семьи, воспроизводить детей своих. Ну, очень многие действительно там коллеги, инвалиды, там чуть ли не первой степени. Огромное количество русского населения, молодого населения, сбежало из России. Там цифра идет до 3 миллионов человек. Это демографический кризис. Яма, огромная яма. И она еще обязательно в дальнейшем скажется. Сейчас мы переживаем демографическую яму, связанную с падением уровня жизни в 90-х годах. А в дальнейшем, вот сегодняшний вот этот кризис с Украиной, он еще скажется. И поэтому русское население будет уменьшаться и уменьшаться. Их просто физически не хватает на такой огромной территории, как Россия. 17 миллионов квадратных километров, их нужно кем-то заселять. Если при Советском Союзе, когда было 250 миллионов населения, более-менее хватало. Сейчас не хватает. Просто не хватает. Русские исчезают катастрофическими темпами. А свято место пусто не бывает. И, естественно, те территории, которые освобождаются, они будут заселяться другими народами. Поэтому за Уралом сегодня, там, где Сибирь, там, где Дальний Восток, все больше и больше жителей Центральной Азии, жителей Кавказа, китайцев очень много. Они туда приезжают, они там селятся, они там начинают строить бизнес, они там работают. Русские уезжают, русские исчезают. Это тот, кто этого не понимает, тот, кто этого не видит, либо недалекого ума человек, либо просто закрывает на это глаза. Я уверен, что многие русские националисты прекрасно понимают это, но они не хотят сами себе признаться в этом, что они действительно проигрывают этот проект, цивилизационный проект, они проигрывают, они исчезают, и они теряют эту огромную территорию. Рано или поздно Россия обязательно развалится. Русских просто не хватит удерживать такую огромную территорию. Они вынуждены будут отпустить народы, национальные республики. А этого не хочет ни Путин на сегодняшний момент, ни тот же самый Владимир Батманов, Ратников и другие. Даниил Константинов, русский националист тоже. Они этого не хотят. Они считают, что Россия должна быть единой и неделимой, и почему-то они думают, что вот мы, не русские народы, будем обязательно с ними жить и обязаны с ними жить. Но мы этого не хотим и не будем этого делать.
И наше желание, наше вот это стремление, оно все равно приведет к тому, что наши национальные республики станут независимыми государствами. Но даже если они отпустят все национальные республики, они все равно не смогут удержать Сибирь. Они все равно не смогут удержать Дальний Восток. Скорее всего, не смогут удержать Урал. Вот эти вот территории, они уйдут в свое свободное плавание, как говорится. И единственный шанс сохраниться русскому народу, это создание своего отдельного русского государства на отдельно взятой территории. Условно, это Центральный федеральный округ. Плюс-минус. Возможно, в пределах Золотого кольца. Вот. Это будет достаточно большая территория. По территории больше, чем Франция, больше, чем Германия. С численностью примерно, если собрать все, то население, русское население, которое проживает уже сейчас на этой территории Центрального федерального округа, плюс если приедут с других регионов русские, которые не захотят жить в новых образовавшихся государствах, то в отдельном вот этом русском государстве, создавшемся, будет проживать примерно что-то около от 50 до 70 миллионов человек. Это достаточно много. Этого хватит для того, чтобы построить нормальное государство. Сегодня в Германии живет 80 миллионов человек. Сегодня в маленькой Японии живет больше 100 миллионов человек. Поэтому единственный шанс сохраниться русскому народу – это создать свое отдельное русское государство. Отдельное русское государство, где они будут строить ту политику, которую они хотят, развивать свою культуру, свой язык, свои традиции, не навязывая никому. Так поступили все бывшие империи. Англия, Турция, Испания, Португалия, Германия, Австрия. Все. Но так не поступила Россия, которая до сих пор держится вот за эту огромную территорию, пытается, вцепившись в нее, умирая при этом, но вот держит ее, да, пытается. Но она рано или поздно все равно умрет, эта империя. Но чем дольше русские будут держаться вот за эти земли огромные, завоеванные когда-то кровью и силой, поработив народы, тем больше они исчезнут сами. Тем у них меньше шансов потом построить отдельное государство. Они все равно к этому придут. В любом случае придут к этому, что им нужно отдельное русское государство. Многие этого не понимают. Многие сейчас уже это понимают. Говорят о том, что да, действительно, нам нужно строить отдельное русское государство. Эти голоса пока еще не так слышны, но они все больше и больше набирают вес. Но многие русские националисты, как вот тот же самый Владимир Батманов, они действуют до сих пор идеями, идеологиями Советского Союза, хотя они ненавидят Советский Союз. Но мечтают все территории Советского Союза вернуть обратно. Они мыслят идеологиями Российской империи, не понимая, что тогда русский народ был один из самых быстро растущих народов в мире. Их было много тогда. Но ввиду тех событий, которые произошли за 20 век, и сейчас, которые идут в 21 веке, а это 2 мировые войны, голодоморы различные, революции и так далее, привело к тому, что русский народ подорвал свои жизненные силы. Все, он уже не может так расти и развиваться, как другие. Его будут замещать. Если он будет растекаться своим этим народом по вот этой огромной территории, его будут замещать постепенно и размывать народы Центральной Азии, народы Кавказа, китайцы, скорее всего, другие народы. Если же он сконцентрируется на небольшой территории, где у него будет ядро свое, русское ядро, да, понятно, что те же самые Уральская республика, Сибирская республика, Дальневосточная республика, они в большинстве своем будут такими же русскими республиками, с русским языком, с русским государственным языком, в большинстве своем с русским населением. Но это будут уже не русские государства. Как сегодня, допустим, Австрия это не германское государство. Или как сегодня Австралия, Новая Зеландия или Канада это не английское государство. Вот примерно будет то же самое.
Пока русские не создадут свое отдельное государство, они будут проигрывать. Они будут проигрывать. И та политика, которую сегодня ведет Путин, а вместе с ним вот этот Дугин, Колмогоров и другие идеологи, они ведут страну к гибели. Это в любом случае произойдет. Они не смогут удержать. И все вот эти глупые идеи Дугина о том, что всех нужно загнать в село. Я вот недавно смотрел его там интервью. Ну, реально человек больной, который мечтает там загнать всех в русское село, одеть на всех там кокошники, сарафаны, в русскую одежду времен 15 века. С такими идеологами России русский народ еще быстрее загнется. И, к сожалению, такими же парадигмами мыслят и русские националисты, которые находятся в оппозиции к Путину. Поставь их сегодня вместо Путина, ну, условно, Батманов займет место Путина, ничего не изменится. Но перекроет он мигрантам въезд в Россию, не станет их завозить, выведет всех остальных мигрантов. Что случится? Ну, Россия просто экономически рухнет. Просто рухнет, работать будет некому. Что произойдет тогда? Уже на следующий год его свой же народ снесет. Потому что он будет жить намного хуже и беднее. Потому что Батманов хочет делать то же самое, что и Путин. Абсолютно то же самое, только не трогай Украину. Да, вот здесь как бы он с ним не согласен в отношениях с Украиной. Он хочет не трогать Украину. Украина это отдельное государство. Но вся Россия у него остается такой же. Я уверен, что рано или поздно у него возобладают имперские нарративы. И он опять будет мыслить идеями расширения русского мира. Потому что такую огромную территорию с таким маленьким населением, сокращающимся населением невозможно удержать. Тех же самых жителей Центральной Азии растет геометрической прогрессии населения. Сегодня узбеков, кыргызов, таджиков, всех народов Центральной Азии 80 миллионов. К 2050 году их будет больше 100 миллионов. Они просто заместят русских всех. Это молодое население, а русское население старое. Поэтому русское население, как я сказал, русский проект, цивилизационный проект, он проиграл. Проиграл, он подходит к своему концу. Единственный шанс, пока еще у него есть, как я сказал, это создание отдельного русского государства. Все. Во всех других случаях он обречен. Это должны понять все русские националисты. И я призываю вас, чтобы вы одумались и сохранили свой русский народ именно через создание своего отдельного русского государства. Давайте вместе с другими народами Российской сегодняшней Федерации, вместе с бурятами, башкирами, чеченцами, дагестанцами и другими народами развалим эту Россию на отдельно взятые государства. Создайте свою отдельную русскую республику, свое отдельное русское государство и живите там, как хотите. На этом все. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте это видео. Хабулова, хурматле милләттәшләр.